Коллеги, во-первых, еще раз давайте поблагодарим команду «Столетия», которая организовала. Когда первый раз мы на эту тему с Анатолием начали разговаривать, это было уже достаточно давно, то, конечно, в начале идея, она у нас была очень такая сугубо практическая, больше связанная, может, с какими-то там социальными проектами на территории республики. Но потом, когда я начал задумываться, безусловно, я пришел к выводу о том, что, конечно, план нам нужен. Вы знаете, размер всегда имеет значение. Территория, про которую мы сегодня говорим, территория нашей республики, это территория, вот сейчас Денис сказал, у вас там это есть, это есть, это есть. Почему это все у нас есть? Да? Можно, конечно, поспорить, что Татарстан это нервный, да? Я тоже не до конца согласен с этим, но почему это так происходит? Потому что у нас огромная территория. Мы судьбой так получилось, что вот якутяне, мы отвечаем, я всегда про это говорю, мы хранители огромных северных территорий. 3 миллиона квадратных километров, это нравится это кому-то, не нравится, но это ровно территория. Мы с вами, миллион человек, отвечаем за территорию, сопоставимую с территорией такой огромной страны, как Китай. И от того, как мы эту территорию будем обустраивать, зависит на самом деле не только наша судьба, не только судьба якутян, но и по большому счету судьба всей нашей страны. Это историческая миссия якутян. Еще раз говорю, можно ее принимать, можно ее принять, но, еще раз говорю, она это данность. И, безусловно, такие огромные территории, они не могут существовать без долгосрочных стратегий. Знаете, если бы наша территория была бы там, 50, там, 100 тысяч квадратных километров, в кругу равнозначно до тех тоже территорий, можно было бы развиваться там в рамках какого-то макрорегиона большого, там, какой-то, который есть в нашей стране, достаточно много макрорегионов. Да? Но мы вот с 3 миллионами квадратных километров, с абсолютно разными природными климатическими условиями, даже зимой у нас, вот, когда у меня спрашивают, Айсен, а сколько у тебя температура, я всегда говорю, слушай, говорю, ну, минус 40. Все говорят, я говорю, минус 40 в Якутске. В Нерюнгри, говорю, там минус 20. Я говорю, а в Айнегоне минус 60. Вот, или когда спрашивают, сколько времени, вот самый лучший такой подход, когда спрашивают, а сколько времени в Якутии? Я говорю, в каком из поясов? У нас 3 часовых пояса. И вот эта территория, вот это огромные различия, они, еще раз говорю, нас побуждают к тому, что у нас была долгосрочная стратегия. Долгосрочная стратегия это не 5 лет и не 10 лет. Долгосрочная стратегия это 25, 50, 75 и 100 лет. Это точно. Вот. И, безусловно, Якутия должна развиваться в парадигме каких-то определенных таких долгосрочных, я не назову это стратегией, но планы у нас должны быть. Мы должны понимать примерно, куда мы придем. Вот в чем прелесть и величие великого столетия плана Аюдского, потому что, понятно, он был сам по себе человек супер одаренный, человек с экстрасенсорными способностями, и он предвидел будущее, так же, как Алексей Алексеевич Кулаковский в своем совершенном атаке. И вот он то, что увидел, он описал. Он же не вникал внутрь вот этих процессов, почему они появились, где они появились, что. Он просто то, что видел, он вот описал. Да? И благодаря этому мы сейчас можем сравнивать и говорить, что да, он видел то, что сегодня у нас видно. Да? Понятно, мы пока еще, надеюсь, так, Платона Алексеевича у нас нет. Да? И уверен, что появится. Вот. И тоже будут предвидеть там 100 лет, 200 лет. Но мы с вами, вот, как общество, тоже должны работать над тем, чтобы составить вот этот план силой общей мысли. И я очень благодарен команде, которая не побоялась вот взять на себя эту миссию и поехала по всем районам, со всеми встретила. Очень хорошо, что встречались со всеми там, красными, белыми, молодыми, старыми, так, для того, чтобы собрать максимум мнений, разбудить людей, чтобы, понимаете, это же очень важно, чтобы каждый якутянин в
вписал свое слово в эту историю, вписал свое слово в будущее, в столетний план. И я поддерживаю вот эту работу. Я уверен, что она будет продолжаться. И нам, конечно, дальше надо рассуждать. Вот сегодня ребята выступили, я вообще критиковать не буду, ни одного слова не скажу. Да? Потому что, хотя внутри меня, конечно, много разных там этих. Мечтать надо смелее. Или вот мы все время, знаете, вот пытаемся сами себя приземлить. Да? Вот давайте будем ходить по земле. Давайте будем сильно. Слушайте, ну через 100 лет вообще не понятно. Вот мы сегодня все, я слышал, да. Слушайте, я вообще считаю, что через 100 лет мы, наверное, работать не будем. Роботы будут все делать. Безлюдные производства это уже сегодня. Во многих производствах уже в мире происходит. В том числе вот горнодобывающей промышленности и так далее. Через 100 лет вообще мы должны будем жить, вот знаете, мы головой должны будем работать. Почему я все время говорю про креативную экономику? Мы никогда вот чисто производственными проектами сильно впереди других регионов не будем. У нас сегодня есть абсолютно понятные наши преимущества конкретно, у нас много природных ископаемых. Но тот же переход на безуглеродную экономику, представим себе, он состоится в 50-м году. Нефть, газ, уголь не будут востребованы. Ну, и за счет чего? К этому времени алмазы тоже закончатся. Большая часть. Может, они вообще уже, женщины перестанут носить бриллианты, и все, и на этом наше счастье закончится. Я, на самом деле, вот я всегда, когда на каких-то мероприятиях таких алмазных тосты поднимаю, я всегда пью за женщин. Потому что, слава Богу, что есть женщины, есть настоящие мужчины, которые женщинам дарят бриллианты. А представьте себе, это закончится, да? А на что мы ее пути будем жить? Вот, соответственно, вот мы должны думать о мире, мире, в котором полезные ископаемые не будут востребованы в том виде, каком они сейчас. И только вот наше мышление, только то, что у нас вот в голове есть, его развитие способно будет двигать человечество вперед и нас вперед. И вот кто здесь будет впереди, те и будут миром управлять, те и будут находиться на острие развития. А те, кто мыслить не будет, ну, я уж не знаю, что будет. Деградация будет все. И очень хорошо, что вот у нас, опять же, исторически, ну, может быть, в силу противоборства с этой природой, может быть, в силу каких-то других причин, но в Якутии живут люди, которые креативны. Это тоже вот сегодня все подтверждают. Это не только наше IT, но это наше кино, наше искусство, наше фэшн, вот эти ювелиры и так далее, гастрономия даже. Куда ни пойди вот в эти сферы креативных индустрий, мы, ну, если не лидеры, то мы понимаем, что можем стать лидером. Вот, ну, давайте посмотрим через 100 лет, так, и давайте поймем, где мы здесь находимся, что мы здесь сможем найти. Вот, какие будут общественные пространства через 100 лет. Вот я смотрел вчера выставку детей, которые нарисовали картины, читаю тоже разные проекты. Да. Мы все время, когда думаем о столе, вот опять это мое мнение, многие могут сказать, что я ошибаюсь, но когда мы пытаемся посмотреть будущие города, мы что с вами все рисуем? Вот хотите сказать, что мы все с вами рисуем? Мы с вами все рисуем Дубай. В том или ином виде. Потому что Дубай вот сегодня, да, воплощенная мечта того поколения, которое жило в 50-х годах. Вот то, о чем наши родители, деды мечтали в 50-х, 40-х, 60-х, вот сегодня все это воплощено в Дубае. Но сказать, что Дубай это очень удобный город для жизни, да, ну никак не. Вот это другой, это не город для такой, знаете, жизни людей спокойной, хорошей, удобной. А давайте мы помечтаем все-таки о каких городах мы хотим. И о городах, где мы мечтаем в Якутии. Крупно. Вот тоже вопрос. И здесь надо вот, опять же, нам всем думать, надо нам всем размышлять. Вот эту идею, которую вот сейчас ребята нам на суд представили, не надо брать как догму. Это как информация к размышлению для всех нас, для того, чтобы наши шарики в мозгу, да, начали быстрее крутиться, начали размышлять о том, что же все-таки будет не через год, не через 2, не через 5, а вот через 100 лет. Вот чем наше общество сейчас мне не нравится, да и многим, да и всем оно нам не нравится, да, мы все думаем только про сегодняшний день. Вот, к сожалению, вот жизнь настолько убыстряется, что
люди перестают планировать, люди перестают думать о будущем. Вот день прожить, второй прожить. Вот клиповое сознание, которое у нас везде есть, да, оно же вот к этому, это одно из его разновидностей. Когда мы теряем умение стратегически мыслить и планировать. А это к чему приводит постепенно? К тому, что мы перестаем мечтать. Вот мечтать нужно всегда. Вот когда мы перестаем мечтать, мы катимся обратно. Вот слава Богу, что в Якутии очень много людей, которые умеют мечтать. Вот команда, которая здесь сейчас выступала, и которая вот собиралась в районах, которая, еще уверен, 1000 людей, которые готовы подключиться, это те люди, которые умеют мечтать. Я их поддерживаю, призываю всех тоже поддержать, присоединиться к этому движению. Не с той точки зрения, еще раз говорю, чтобы сказать, что они все правильно нарисовали, правильно написали, правильно рассказали, а чтобы каждый мог внести свой вклад, вписать свое предложение в историю будущего мира. Поэтому всем огромное спасибо. И мы в самом-самом, наверное, в начале этого пути, это бесконечный путь, он не должен останавливаться. Мы должны смотреть, еще раз говорю, в будущее, должны иметь такие планы. А вот когда такие планы есть, вы знаете, то, что будет ближе, да, оно тоже как-то решается легче. Вот когда человек начинает ломать свои стереотипы внутри мышления своего, да, то все получится. Вот, коллеги, и в городе у нас получится, и в Эвенебе-Дантае получится, и в Нерингаре получится, и в Мемно получится. Просто мечтать надо и немножко вот из этих, вот, еще раз говорю, стенок, которые мы сами себе построили вокруг себя, да, и еще сверху там потом закрыли, вот это все надо разломать и выходить на пространство. Вот у меня, кто меня хорошо знает, у меня лет 20 в моих кабинетах, там в задней комнате всегда, даже больше 30, уже почти 30 лет, висит одна картина. Она одним московским известным художником была нарисована, мне ее ребята подарили на 25 лет. Это, если его просто сказать, это вот как бы плоское пространство, и из него торчит кубик, ну, часть куба. А художник этот смысл рассказал как: мы сегодня все упрощаем. Вот он тогда это еще в середине 90-х годов рассказал. Все упрощаем, мы все пытаемся вот в каком-то таком пространстве упрощенном размышлять, и в конечном итоге мы начинаем размышлять вообще вот в сфере вот двухмерной. Но человек, хотя его мозг человека, вот я говорил, начал превращаться в кубик, это не кубик, да, все размышляет тоже такими прямыми линиями, он все равно остается трехмерным. И вот силой своего мышления человек даже вот этого нашего уже ущемленного немножко сознания кубического, он должен пробить это вот пространство двухмерное и выйти в космос, выйти уже и вырваться и увидеть, что мир того огромный. Вот. Поэтому я всем нам тоже желаю, чтобы мы все-таки вот из таких установленных сами себе, нарисованных сами для себя каких-то рамок вырвались, начали мечтать. Чем больше мы мечтаем, тем, знаете, больше у нас получится. И мечты наши разбудятся. Всем спасибо. Так, мечты мечтами, так, но людей надо мотивировать. Я уже как не Улан-Удэ, так, а как глава республики хотел бы поблагодарить Дениса Коричина за огромный труд, подвижнический на самом деле труд. Есть такие люди, которые конструируют социум. Да, вот это один из лучших социоконструкторов страны, которых я знаю, очень много нам помог городу, республике, районам нашим, да вообще нашим, в целом России помогают. Вот, и от имени республики с благодарностью за твой труд разрешите здесь вручить тебе государственную награду Республики Саха-Якутия, знак отличия гражданской войны. Алексей Сергеевич, маленькую тоже нашу сценарий такой на ходу, как Андрей Александрович любит. Можно, да, вот
Ребят, мы, Алексей Сергеевич, мы являемся частью вашей команды, и мы всегда вдохновляемся вами, потому что вы, наверное, сами это не замечаете, как на все это вы нас вдохновили. Поэтому, как члену большой команды столетнего плана, вот такую толстовку, я думаю, заслужить еще. Давайте, ребята, быстренько все, Алексей Сергеевич, ближе. Вся команда столетнего плана. Быстро, рядом, наверх тоже поднимитесь. Я на не всех, ближе к Алексею Сергеевичу. Так, на этом мы не расходимся. Да, ребят, вы не расходитесь, да? Мне просто бежать надо. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо.